Здравствуйте, дорогие читатели библиотеки Smart 203. И мы встречаемся в Smart. Это наш проект, в котором мы разговариваем, приглашаем в нашу библиотеку известных людей, музыкантов. И сегодня у нас в гостях Екатерина Савинова-Саина. Здравствуй, Екатерина. Давно не виделись. Да. Очень рад тебя видеть. Взаимно. Да. Вот идет она по кругу, головою так качая, а над ней плывут снежинки, словно маленькие чайки. В тишине седой и чуткой кружит девушка-якутка, вместе с нею в танце этом кружит древняя земля. В эти белые края вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Как тебе наша библиотека? Что ты можешь рассказать о нашей библиотеке зрителям? Ну, первое, что бросилось в глаза, очень современный район и современное здание. Конечно, для детей это очень важно, потому что с самого детства прививается вкус. Даже вообще на что смотрит ребенок. Если это природа, это отдельная тема, а если это дома, и, конечно же, такое помещение искусства, это очень здорово и стильно, и уютно, комфортно. В общем, у нас очень хорошо. Приходите к нам почаще. Вот. Давай сразу начнем говорить о проектах. По-хорошему. Да. Давай. Так, и какие у тебя сейчас проекты? Я знаю, что очень много чем занимаешься. Ну, я сейчас являюсь заслуженной артисткой Республики Саха-Якутия как певица, но еще параллельно я являюсь руководителем Международного центра развития человека. И вот мое имя, которое, кстати, уже в следующем году я отмечаю 25 лет творчества, будет концерт, кстати, надеюсь. Вот. Поэтому я параллельно еще занимаюсь другими делами. То есть сама развиваюсь, людей развиваю и даю возможность всегда вот человеку узнавать больше о себе. То есть больше о своем потенциале, насколько человек может себя, поверив, реализовать, открыться. То есть человек открывается как цветок всю жизнь. Я по себе это ощущаю, знаю и понимаю, что еще многому надо учиться в этой жизни, потому что жизнь дана один раз. И вот следующий проект это касается, конечно, моей школы по вокалу. Онлайн-школа открылась, и это для меня, конечно, было открытие. Конечно, сложно было, ничего не могу сказать, потому что 16 лет опыта живого, так скажем, офлайн режима, либо онлайн всего лишь 3 месяца, это большая разница. Вот ты преподаешь живую, либо ты преподаешь онлайн, это большая разница. Но все-таки лучше преподавать, чем вообще не давать эти знания. Потому что люди во время любых событий, как уже показал, так скажем, факт всемирный, что надо быть готовым ко всему. И поэтому научиться дышать всегда уметь желательно. Дышать. Для чего? Для того, чтобы быть здоровым. Если ты не поешь, то хотя бы ты получишь знания по дыханию. Если ты хочешь научиться петь, то сначала дыхание, пение и так далее. То есть основные ключики, так скажем, мастерства вокального, вот это все на моем курсе, который я назвала сейчас «Вокальная йога Саины». Ух ты, какое название. То есть сначала это было просто уроки вокала, потом школа вокала, далее называлась арт-студия Саина, дальше это уже в течение многих лет, да? Потом вокальный тренинг. Люди сюда приходят для того, чтобы не просто научиться петь, но вообще снимать стресс. И уже 4 года, наверное, я как тренинг его веду и приглашаю всех желающих, начиная от 13 лет, потому что это желание самого взрослого человека, 14, да? Вот. И, конечно же, сейчас почему вокальная йога Саина, потому что йога это вообще в целом не просто там растяжки в нашем понимании, да? Это очень большая такая глубокая философия. Дело в том, что человек, который поет, он думает, что на этом только разжим этих связок и все. Нет, это много чего. Комплекс, да. Очень много, да. И оно друг без друга никак. И вот я даю сначала понимание, что надо расслабить тело, мышцы, нервы, расслабиться, а потом уже звук пойдет. Без этого звук будет немножко другой.
Вот. И поэтому даже в Москве я последний год преподавала. Мои ученики, взрослые люди, они разные. Почему приходят ко мне? Потому что, во-первых, звук – это вибрации. А вибрации – это есть энергия, итак, энергия звука и так далее. И все на эту тему, в общем. Поэтому онлайн-курс мой сейчас будет масштабироваться. И, конечно же, все, что я вот предлагаю, сама всему учусь. Как это донести до любого человека, чтобы информация до него дошла. Спасибо за очень исчерпывающий ответ. А вот немного хотелось поговорить о времени пандемии, да, чем ты занималась? Ну, это время, на самом деле, конечно, для многих по-разному, да. Мне оно помогло найти себя. Опять же, если я никогда не снимала себя, так мы люди другого поколения, так скажем, да, для нас это селфи, съемки самих себя, это очень сложный процесс. И, конечно же, я это победила. Это не страх был, это просто этого не надо было. Нас всегда кто-то снимал, и сейчас я, в общем-то, вроде научилась это снимать себя. И получилось так, что и прямые эфиры, там, приложение Zoom, уроки и какие-то новости уже безболезненно, бесстрашно, можно сказать, это я снимаю. И, конечно же, несколько больших таких масштабных проектов именно во время карантина мне поступило, и я очень благодарна продюсеру «Земфиры» Леониду Бурлакову, который нашел меня, и я вошла в музыкальный батальон ко Дню Победы. Мы записали песню «Нам нужна одна победа» Булата Акуджавы. К его юбилею, 95-летию Булата Акуджавы, была записана песня и снят видеоклип. Все мы сидели дома. И 10 стран приняло участие, и мы пели на 17 языках. И якутский язык впервые прозвучал вот в этой песне. Так сейчас этот клип, он уже разошелся по всему миру, и в Фейсбуке уже более 9 миллионов просмотров. Вот. И на этом фоне я, конечно, с ним подружилась. Потом песня зазвучала на радио лондонском радио «Матрешка». И мой этот народный тоже таюк тоже прозвучал. В Канаде тоже песни звучали по всей Канаде на радио. То есть нету границ никаких. Несмотря на то, что сидишь вроде бы на одном месте безвылазно, да, но мир открывает свои границы как никогда. И далее на этом фоне мы вот с Комиссаровой Валентиной, которая является известным врачом, она поет в хоре, и посетила все наши тренинги, которые я организовывала при центре, да, она переводит тексты. Она пишет стихи, но еще она занимается переводом. Так эти переводы очень просто, очень хорошо легли, и дальше уже пошла волна. Как говорится, открывается поток, энергия пошла, и я дальше уже сделала перевод на песню «Журавли» Яна Френкеля. Мы сделали тоже якутский вариант. Записали до Бун-студии. Дальше уже перевод пошел песни «Кати Лель», «Долетай» Максима Фадеева. Тоже на якутском. «День Победы» записали с Эдуардом Балановым ко Дню Победы. То есть, и таким образом у меня сейчас уже заканчивается альбом. И осталось там записать «Мире Матье» на якутском языке, «Пахдона Муа», «Прости меня», и Андрея Губина. В общем, столько всего. И еще 2 проекта было у меня, кроме этого музыкального батальона. «Челлендж» называется, да? Вот. Я приняла участие в одном проекте экологическом. Сочинские ребята, Сочи, Новосибирск, они придумали проект «Песня про, так скажем, как мы защищаем свою природу», про экологию, в общем. И эта песня была сочинена в Новосибирске, и тоже я спела строчку там, приняла участие в съемках видеоклипа, и тоже это в Ютубе все есть. Дальше 3-й проект. Это мы поздравляли нашего мотивационного тренера Жанату Жусупова. И получилось так, что я сама стала организатором, инициатором этого тоже музыкального челленджа. То есть и попробовала себя организатором не только живых тренингов. Допустим, мы собираем якутские разные тренинги, да, помещения, а тут нету никакого помещения, но проект есть. И я поняла, что так тоже можно организовывать. За неделю, за 7 дней я собрала 32 участника из 3 стран, 12 городов.
Вот. И среди них наши эксперты, я являюсь второй сезон экспертом телевизионного конкурса «Ну-ка все вместе» на «Россия-1», где Николай Басков ведущий и Сергей Лазарев главный эксперт. И вот мои эксперты откликнулись, и среди них Наталья Гулькина под песней, которую мы танцевали. Вот. И мы вот таким образом создали проект «Опять поздравления». Песня называется «Выбирай». Кстати, очень мотивационная песня. Буквально она меня тоже... То есть, знаете, вот песня, она всегда объединяет все народы. Не просто вот там на мероприятиях, а вот именно во время, так скажем, большой беды, во время войны и так далее. Всегда песня поднимала что? Дух. Поэтому песня, она играет такую роль. Либо она поднимает дух, либо она наоборот. И вот, к сожалению, сейчас я вот слушаю радио наши, якутская эстрада, да, я давно радио не слушала, да, и думаю, послушаю. Я очень разочарована, но это веление времени. От этого никуда не деться, и ты слышишь эти песни молодых исполнителей, и тебе кажется, что это просто перевод каких-то западных песен. И слова ни о чем, бессмысленные тексты. И тогда я подумала, а какая разница, я буду петь переводы великих песен, которые весь мир знает, вся Россия знает, да? А почему бы на якутском не спеть? И вот, и еще вот на этом потоке прямо, вы знаете, есть понятие сила рода, предки помогают, да? И я в последнее время занимаюсь вот изучением этой темы, потому что предки – это наша сила. Вот. И когда мы родовое дерево там сплели, вообще в школе надо учить этим знаниям детей, что все связано. Там, до 7-го колена там знать свой род, уважать, почитать своих родителей, бабушек, дедушек и так далее. То есть уважение к старшим. У нас, к сожалению, этого сейчас уже становится реже, к сожалению. Да? И вот на этой, так скажем, энергии вдруг мне посылают подарок. Друг Николай Курилов, великий художник-писатель, старейшина юкагирского народа. А как вы знаете, юкагирский народ исчезающий. И, к сожалению, на этом языке говорят всего лишь 20 человек. Их осталось всего 350 во всем мире. И Николай Курилов меня находит и говорит, вы можете спеть ко Дню коренных народов мира 9 августа песню на юкагирском языке. Я говорю, с удовольствием. А какую? Он говорит, это песня моей мечты «Аве Мария». Я была в шоке, потому что эту песню я пела на 20-летие своего творчества с симфоническим оркестром. На оригинальном языке пели? Да? Я на русском пела. На русском? Чтобы с детьми там мы пели. Вот. Ты была здесь? Это было здесь, в Якутске. И, конечно же, мне хотелось петь песни, которые вот душа хочет петь. Душа, она поет и пляшет. То есть, если мы слушаем свою душу, действительно она раскрывается. Да? Поэтому всегда было желание петь то, что ты хочешь, а не то, что веление там, времени, там, попса, это. Поэтому я с вами связалась, когда джаз, там, этот репертуар для меня очень ценный. Да? И, конечно, отец у меня джазовый музыкант, и саксофон, и кларнет. Конечно же, все это идет с самого детства. Вкус, так скажем. Ну и эта песня прозвучала 9 августа на юкагирском языке. Так эта песня, это есть молитва. И эта молитва, она стала сейчас, то есть большой резонанс. Прямо начали поздравлять меня известные люди. Курилова Николая стали приглашать. И сейчас вот телеканал «Культура» находится в Якутии, снимает документальный фильм, и они эту песню попросили. Я говорю, пожалуйста. А вот приближаемся уже вот к теме концерта, получается, да, вот который 25-летие, да, получается, юбилей. Вот. Какие песни там? То есть, я так понял, у тебя уже репертуар такой стал как бы супер широкий. Он и до этого был очень широкий. Я знаю, что ты поешь, последние цифры, что я слышал, больше 40 языков. 25. Нет? 25, да? Вот. И что будет на концерте? То есть это будет переводы песен, то есть зарубежных песен, да, переводы на якутский язык, да, то есть все будет на якутском или же... Нет, конечно. Моя программа, она построена всегда на разных языках и разные жанры. То есть моя задача показать профессионализм не только как певицы, но и как артиста. И ты показываешь разные. А кто занимается переводами?
Вот Комиссарова Валентина, она на якутский язык, а на юкагирский Николай Курилов. Пока у меня 2 перевода, то есть 2 языка. Ну, и ЭВНы стали выходить тоже, предлагать. Вот, поэтому, ну, я выбираю песни не просто так, лишь бы спеть, лишь бы там на радио отдать, а для того, чтобы какой-то вот вклад, наверное, внести в развитие подрастающего поколения, чтобы мы же все выросли на этих песнях, и мы другое поколение, ну, а сейчас как-то так разочарованно слушаю эти песни. А чему учить-то молодежи? И вот, а радио это же все слушают. Вот было бы здорово, если бы какие-то такие передачи были полезные и очень такие, ну, много информации интересной про композиторов тех же, про интересных авторов, истории великих песен, истории великих там, мелодистов и так далее. Вот, концерт, я не знаю, это буквально ко мне недавно пришла такая идея, почему бы не сделать концерт, но будем готовиться, это, наверное, будет, скорее всего, через год. Я как сейчас буду великие мировые артисты планировать за год, так скажем, удочку кидаю. И сейчас, слава богу, Инстаграм, все такое ведется, и ты уже заранее говоришь о том, что, ну, что будет, ты не знаешь, потому что, скорее всего, главный результат, чтобы человек, который пришел на твой концерт, он ушел вдохновленным, отдохнувшим, впитавшим в себя хорошую энергию. И, конечно же, у него должно быть такое состояние зрителя, чтобы он еще захотел прийти на твой концерт. Вот. И что там будет петься, я пока не знаю. Но репертуар огромный, 25 языков, объездила 20 стран. И фольклор, и джаз, и там классика, и мировые хиты. И, конечно же, якутские эстрадные песни, которые полюбились уже, так скажем, многими-многими людьми. С удовольствием с вами поработаем. Зовите. Я думаю, обязательно получится. Вот. Это была Екатерина Савинова, Смарт-библиотеки. И это проект «Встречаемся Смарт». Спасибо большое, Екатерина, за то, что пришли, дали интервью. Всем спасибо. Всем пока.